первого открытия стадионе Батур-Уз. И сегодня идет строительство стадиона по графику. Стадион отличается от других стадионов именно качество беговой дорожки будет отличаться, потому что там укладывается именно беговая дорожка фирмы Монда. Это итальянская фирма, которая последние чемпионаты мира, Олимпийские игры проводятся на таких именно беговых дорожках. 5000 зрительских мест в стадионе. Строится еще многофункциональный спортивный комплекс имени Александра Ивановича Педотова. Строится по программе «Добрые дела» парк культуры имени Поликара Егоровича Брахсанова, заслуженного учителя республики по певецкой культуре и спорту. Культурные программы будут проходить в рамках 375-летия Батурского улуса. Муниципальное образование уже сформировали свои сборные команды. Уже сегодня все они подали первичные заявки по составу. И самый многочисленный состав имеет у нас Сунтарский улус 111 человек. А на втором месте по составу Усалданский улус 106 человек заявка у него. И по 103 участника у нас Мегано-Кангаласский и Чарапчинский улус, первая команда. На этих играх у нас муниципальное образование разделены на 4 группы. Если раньше у нас было всегда 2 группы, основная группа центральные и промышленные улусы, и были северные улусы. А сегодня мы имеем промышленные, сельскохозяйственные улусы отдельно, и северные группы улусов по составу населения, по количеству населения мы их тоже разделили на 2 группы. И второе, то, что мы включили в состав сборной команды юношей. Это изначальная идея, когда игры Манчары впервые в 1968 году образовывались, она была спартакиада 4 поколений. А сейчас она идет у нас спартакиада как 3 поколений. Просто мы сейчас ветеранов 2 возраста не делаем, поэтому у нас есть возраст юношей, есть взрослые спортсмены и есть спортсмены-ветераны. У нас есть новая символика будет. По наградной атрибутике именно медали будут очень красивые. Они будут не только нагрудные медали, но они будут иметь свой жетон. И форма судей, и так далее. И сама символика, в общем-то, я думаю, она такая динамичная, достойная, и тоже будет очень интересной. Всего игры Манчары будут обслуживать 218 судей. Кроме того, мы планируем участие в виде волонтеров, помощников судей, студентов Чарапчинского государственного института физкультуры. У меня будут 5 заместителей. Чукров Николай Захарович будет курировать 3 вида спорта. Это виды единоборств и массорестлинг, и хапсагай, гиревой спорт. А Конечников Иван Иванович 2 вида стрельбы, это пулевая и стрельба из лука, и кроме того конные скачки, и Неустроев Александр Дмитриевич будет якутские прыжки, национальное многоборье и легкую атлетику. Также Назарова Камилия Николаевна, она будет по медицинской части заместителем судьи, и Павел Степан Никентьевич, он будет ответственным по подготовке мест проведения соревнований. 26 июня мы будем осуществлять приемку объектов, которые будут уже допускаться к размещению спортсменов, судей, организаторов и объектов питания. А сами спортивные объекты также уже с 22 числа на стадионе, как мы договаривались, приступают к своим репетициям артисты, которые готовятся к церемонии открытия игр. Ведется последняя работа по очистке уже самого поселка, массовые субботники, работает строительный отряд, поэтому все идет в плановом режиме. Я думаю, что все мы увидим село Чурапча в новом виде. Конечно же, самая большая, наверное, сложность, пожалуй, это будет все-таки связанная с дорогами, особенно с федеральной дорогой Колыма, в силу того, что на ней ведутся ремонтные работы, строительные работы. И именно на участке от Нижнего Бестяха до Тюнгюлю и чуть дальше до Чурапчи.